Как сообщил директор департамента ЖКХ Вячеслав Ипполитов, сейчас ведется работа по расторжению контракта с действующим подрядчиком по содержанию городских дорог, который не смог выполнить свои обязательства. Одновременно готовится аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по содержанию внутри городских дорог на общую сумму 27 миллионов 283 тысячи 375 рублей. В целях обеспечения непрерывности проведения работ по наведению санитарного порядка и соблюдению требований безопасности дорожного движения подготовлены технические задания и расчеты сметной стоимости работ для заключения прямых муниципальных контрактов на выполнение механизированной, патрульной и ручной уборки проезжей части дорог, а также выполнение ямочного ремонта литым асфальтом поврежденного асфальтобетонного покрытия. По словам Вячеслава Ипполитова, за прошлую неделю литым асфальтом был выполнен ямочный ремонт дорог общей площадью порядка 130 квадратных метров. В этом году продолжатся работы по первому этапу реконструкции набережной реки Азовки по федеральному проекту благоустройства. Сегодня опубликовано извещение о проведении соответствующего открытого электронного аукциона. Расчет начальной максимальной цены контракта согласован с Министерством ЖКХ Ростовской области и составляет 25 миллионов 883 тысячи 840 рублей. Планируемая дата проведения аукциона 9 апреля, дата заключения муниципального контракта 21 апреля. Глава администрации Владимир Рощупкин обратил внимание начальника муниципальной инспекции на необходимость очистить территорию города от автомобильных покрышек, которые после зимнего периода водители оставляют в неположенных местах. Более 20 автомобильных покрышек, собранных с территории муниципального образования город Азов, переданы утилизирующей специализированной организации на Дружбу 54. Акцию хотели провести также совместно с эко-волонтерами, которые каждое воскресенье последнее воскресенье месяца проводят акцию раздельного сбора. Но, к сожалению, там возникли сложности с именно автомобильными шинами, поэтому в частном порядке те автомобильные шины, которые собирают наши коммунальные службы, утилизируем данную организацию. Владимир Рощупкин дал поручение проводить эту работу постоянно, а также отметил, недопустимо использовать покрышки и как элемент благоустройства, что нередко можно увидеть во дворах многоквартирных домов. Людмила Улихина, Татьяна Иващенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо.